Всем привет, это Киноалания, и сегодня мы вновь расскажем вам, что из свеженького можно посмотреть на большом экране. Не Голливудом единым. Хедлайнером кинонедели стал не очередной голливудский блокбастер, а российский комедийный боевик «Миллиард». Если описывать его коротко, то это будто бы смесь «Друзей Оушена» и «Форсажа», лихо вкрученная в российскую реальность. Ну а теперь подробнее. Главный герой – московский банкир Матвей Левин. Он уже давно сколотил огромное состояние, вот только с семьей обзавестись так и не захотел. Неожиданно для самого себя он узнает, что у него есть дети, причем не один, а сразу много. Как это вышла отдельная история. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Но делиться своими кровью и потом заработанными денежками господин Левин не хочет. Поэтому берет и переписывает свое имущество на товарища. А товарищ этот возьми, да и умри. И теперь все денежки в руках его не в меру ушлой дочери. Шанс вернуть миллиарды есть, но для этого Левину нужно заполучить одну очень важную расписку, которая хранится в банке на Лазурном берегу. В банке, который вообще-то принадлежит Левину и который ему теперь придется ограбить. Один он это сделать, конечно, не может, и обращается он ни к кому иному, как к своим брошенным отпрыскам. Банда, конечно, так себе, но кино с ними получается очень веселым. Главную роль в фильме играет, пожалуй, один из самых талантливых актеров своего поколения Владимир Машков. Авторы фильма даже не отрицали того факта, что роль Матвея Левина писалась именно под Машкова. Этот актер в фильме, как всегда, безупречен и органичен. Его наличие в картине – это сразу плюс 100 к карме. Ну а вообще у «Миллиарда» очень приличные авторы. Режиссер Роман Прыгунов, снявший оба «Духлесса», а сценарист Андрей Золотарев, написавший «Лед» и «Тренер», очень тепло принятые зрителями. Правда, он же писал сценарий к «Притяжению» Федора Бондарчука, но это мы ему, пожалуй, простим. Вы знаете, Рус. Общий бюджет «Миллиарда» по официальным данным составляет около 260 миллионов рублей. Очень солидная сумма по российским меркам, но если переводить ее в валюту, получится чуть больше 4 миллионов долларов. Для Голливуда сущие копейки, хотя картинка очень добротная. Фильм снимали в Москве, Петербурге и на Лазурном берегу. У съемочной группы отлично получилось создать атмосферу классического авантюрного боевика про ограбление, попутно вернув в него мораль про семейные ценности. В общем, «Миллиарды» — это тот самый случай, когда за российский кинематограф действительно не стыдно, идти на него стоит. На большие экраны выходит фильм «После», который так ждали все девочки-подростки страны. История любви студентки-отличницы и красивого бунтаря со своими скелетами в шкафу. Классический сюжет для девчачьих драм. Любители пощекотать нервишки смогут посмотреть ужастик «Проклятие плачущей». Фильм расскажет историю о призраке женщины, при жизни утопившей своих детей. Теперь она застряла между мирами и столетиями охотится на детей. Те, кто слышит ее плач, оказываются обречены. Ну и премьера для детей – мультик «Пушистый шпион». Милая и добрая анимашка расскажет о избалованной домашней кошке, которая попадает в глухую деревню. Здесь ей вместе с псом, петухом и ослом предстоит обезвредить банду грабителей. Но помимо премьер в кино идет еще с десяток фильмов, и вот некоторые из них. Жарко, ужас. Нечем дышать. Ладно, не мучайся. Просто открой окно. О, блаженство.
На этой неделе я продолжаю советовать вам некоторые из моих любимых фильмов. Если на прошлой неделе я говорила о трогательных хористах, то на этот раз я буду рекомендовать отвязную рок-волну. Итак, представьте себе Британию в 60-е. Чопорные чиновники, которые решают за вас, что рок-н-ролл – это плохо. Они просто запрещают крутить его на официальных радиостанциях. И вот тогда 8 диджеев садятся на кораблик и отправляются в море, чтобы там создать свою пиратскую радиостанцию и передавать во все приемники песни Дэвида Боуи, Джимми Хендрикса, The Beach Boys и всех тех, чьи песни как синоним слова «свобода». Рок-волна – это не комедия, где вы смеетесь над очевидными шутками. Это нечто большее. Это непрекращающийся позитив и энергия через край. Атмосфера такая, что все 2 с лишним часа вы будете просто улыбаться. А еще музыка. Саундтрек в фильме просто роскошный. И актеры. Актеры феерические. Филипп Сеймур Хоффман, Билл Найи и Рис Иванс, каждое появление которых будет просто сносить вас волной харизмы. Сегодня радиопираты пойдут ко дну. Против бюрократов не попрешь. За королеву. Чуваки, мы пошутили! Продолжаем кутить! Черт вас! Ну а у нас на этом все. Встретимся здесь же ровно через неделю.